Итак, друзья, доброе утро. Конечно, у нас сегодня не стрим, у нас сегодня оффлайн запись. У нас все заблокировано, ничего не работает, интернетов нет, есть только запись на телефон. Поэтому, как бы стрёмно не было, мы выложим эту запись в неком формате, что-то подобие какого-то стрима, да, но это будет уже запись без чата, без какой-либо поддержки, так что поддержка будет только с вашей стороны, если вы нажмете лайкосы и напишите какие-то комментарии. Стараемся для вас, зрители. Сегодня у нас 9 мая, время у нас 10:26. Мы отправляемся показывать вам парад Победы в городе Уфа. Будем что-то комментировать. Видос будет, наверное, длиться, может быть, час, смотря сколько хватит батарейки на телефоне, смотря сколько вообще это все дело проживет у нас. Вот, будем отталкиваться от этого, поэтому погнали. Переключить основную камеру. Бессмертный полк. Бессмертный полк у меня с этого начался видео, да. Паша где-то, кстати, стоит там спортивный. Хочешь до него дойти? Ну, не знаю. До туда дойдем, а потом придется сюда обратно идти. Да. Ну, давай пойдем в сторону Горса, а Пашу потом как-нибудь выцепим, если может связь появится к тому времени. Паша, мы тебя выцепим. Шуршание небольшое, как всегда. Привет, скажи, Тася. Скажи привет всем. Посмотрим, насколько вообще все это получится. Интересно. У нас с 8 утра перекрыли проспект. И была тишина абсолютная, пока не включили музыку. И теперь мы вот поем песни военные с утра. Да. Там стоят рамки, а здесь заходят просто под лентой. Да, я тоже хотел это отметить. Безопасность. А та сторона проспекта опасная, получается, а это нет. Рамками огорожено, скорее всего, то, что происходит уже там, в самом полку, то есть то, что на проспекте, а здесь-то только зрители. Может быть, поэтому. Не исключено, что встретим каких-то знакомых. Скорее всего, знакомых, которые живут на проспекте, а остальные сюда не попадут. Либо те, кто заранее уже подумал об этом. Ну, может. Заканчивается переход. Буду периодически менять камеры, чтобы интереснее смотрелась картинка. А погода-то распогодилась. Да, мы тут вооружились дождевиками, зонтиками, полное обмундирование, а на самом-то деле вон что творится. На самом деле я уже, если честно, отчаялся и поставил точку на сегодняшнем стриме. Но стрим действительно все, я его как бы удалю, его не будет, он не удался, не получилось. На самом деле прокомментирую пару технических моментов. Я являюсь абонентом Сбермобайла и даже протестировал скорость. На Сбермобайле полная антенна 4G, но, видимо, что-то именно с исходящим трафиком, потому что входящий-то он работает, а исходящий, когда я запустил поток, он не запустился. Ну, может, что-то и запустилось, но писал, что очень плохое качество связи. Поэтому пришлось от этого дела отказаться, чтобы не портить впечатление. А этот ролик я, скорее всего, выложу вот как некоторые блогеры сейчас популярные выкладывают. Они же просто тупо сняли на телефон вот так вот, как есть, в том виде, как все есть, и так и выложили прям, пускай смотрят. Вот так же выложили. Никаких плашек, никакой редакции, вообще ничего, просто, то есть стрим в записи типа того будет. Потому что были у нас, я так полагаю, зрители, которые ожидали стрима, но так уж вышло. Ну, те, кто смотрел прошлый стрим, как раз то место, откуда мы начинали.
торговый центр «Артерия». Да, вся информация про направление, в котором мы сейчас идем гуляем, она в прошлом стриме у нас была. Кстати, я слышала про трамваи, что их хотят вернуть на проспект. Как ты думаешь, это реально? Сейчас бы здесь была трамвайная линия. Я думаю, вполне реально, если это будет реализовано, как в той же Москве, например, где трамвайные пути интегрированы, скажем так, в проезжей части, они не мешают проезду автомобилей, то вполне вероятно, что это будет хорошая идея. Ну, тут, получается, была военная техника, я так понимаю. Она уже уехала? Нет, скорее всего, оно выше. Мы не дошли. А дальше думаешь? Я так думаю, да. Очень трудно найти тайминг, то есть что во сколько. Да, я как вчера будто тоже. Специально все скрыто. Я тоже вчера искал, пытался понять вообще, во сколько желательно начать стрим. Но я ничего этого не нашел. Ориентировался исключительно на какие-то предположения свои личные, когда что должно быть. Поэтому на самом деле непонятно. Вроде как бессмертный полк должен был там в 10 часов стартануть. Но что-то никто там не стартанул, как мы видели с вами ранее. Блин, стрим. Я такую смешную шутку подготовил касаемо стрима вообще. Но хотел сказать, а как как вы думаете, типа, как у нас работает стрим? Типа у меня провода сзади тащатся, я к роутеру прицеплен. Но не получилось. Не тащится. Нету проводов, да. Ну, здесь вот пытаются ездить велосипедисты и зачем-то иногда самокатчики. Ну да, это нечисть. Я так скажу, друзья, это нечисть. С таким потоком у них ничего не получается, они резко тормозят, Слушай, вот психуют. я вижу только что вот справа вот этот сотрудник полиции, а вот он по телефону-то разговаривает. А вот у него не У заглушили. него что, провод там какой-то? Да, как раз у него провод. Еще трубка такая. Да, дисковый телефон. Потому что вот, ну, даже сейчас вот я провалюсь. Ну, кстати, 4G. Так что оно, видимо, это не постоянно. Ее включают и выключают, видимо, чтобы все-таки хоть какие-то сообщения проходили. Возможно, да. Да и бог с ним, все, короче. Начали писать, уже будем теперь писать. Вон, Катя говорит, есть этот канал на ютубе «Питер. Наш дом». Вот они так и делают. Не заморачиваются. Никаких прямых эфиров, просто запись одним дублем. Я заметила, что они там что-то иногда подрезают, чекают. Потому что резко там он задает вопросы и там и сразу другой вид. Нецензурщину какую-то. Мы же все люди, мы же тоже не можем эмоции держать. Интересно, на ту сторону можно как-то перебраться? Наверное, нет. Не сегодня. Тай, пой давай. Но не исключено, друзья, что мы тоже будем в какой-то момент запись на паузу ставить, если будет какая-то форс-мажорная ситуация. Но надеюсь, что таких ситуаций не будет, и мы просто, грубо говоря, сделаем часовой видос и будем сами его периодически пересматривать. А глядишь, вообще спустя какое-то время только в таком формате и будем снимать. Ну нет, конечно. У нас сейчас на монтажном столе, так скажем, Кукраук. Водопад Кукраук, когда мы ездили 2 мая. Вот, надо вот его монтировать. Это прям такой монтаж, сборка целикового фильма из кучи материала, отснятого на разные источники. Ну, в общем, большая работа. Впрочем, та же самая работа, которую мы делаем уже начиная примерно с 21 году начали что-то монтировать. В 22 году, скажем так, удачно что-то получилось смонтировать. Это речь про Абхазию, которая на глазами туристов у нас крутится. Москву, наверное, еще. Из более-менее. Ну, это уже из последних, да.
Ну что? Пустой проспект. Вон техника стоит дальше. Да, мы, друзья, дошли почти дошли до техники. Бессмертный полк будет все-таки, как я прочитала в одном из источников, видимо, достоверных, будет в 11 часов после минуты молчания. А сейчас в 10 должно было начаться движение техники, но она стоит. Поэтому напишите в комментариях, где брать актуальную информацию, что во сколько в Уфе начинается. Ни по одному празднику я не могу ничего найти. Или где-то там у каких-то знакомых узнавать. Будем уточнять. Ничего не едет. Или не будем уточнять? Нет, они вроде тронулись, нет? Ну, как будто бы, да, мне тоже кажется, что тронулись. Во, я Вот прям заснял, тронулись. как оно. Но время сейчас 10:37, а не 10. Замечательно. Ух ты, вот это здорово. Я надеюсь, вам звук слышен. Прикольно. Довольно мощно. Ну вот, провозились мы из-за стрима, чуть-чуть не успели. Ну, ладно. Выйди сюда, вот поснимай отсюда. Да ладно, не буду двигать. Да вон тетенька идет, давай тоже. Он уедет, мне придется зум выдергивать. Давай попробуем догнать все это дело. Возможно. Ну, едет, да. Вот тоже техника. Мы сейчас проходим мимо техники. Красота, цветут яблони. Запах нельзя передать. Ну да. О, Вон самолет полетел. Сейчас, значит, Ан-2. Не успели, друзья, мы чуть-чуть, Ну, поздновато. мы покажем бессмертный полк, там будут петь Катюшу Ну да. на русском и башкирском языке. Но они же начинать-то будут там, скорее всего. Так, пока что больше никто не летит. Ну, сейчас полетят, наверное, потому что облака не видно. Можем посмотреть, сколько народу идет в сторону горсовета у нас. Горсовета. Ну что, пойдем дальше? Идем пока дальше. Ну, видимо, сейчас авиашоу будет. Ну, тут среди деревьев такой. До остановки дойти. Ну, попробуем. Оно уже быстро летит. Давайте посмотрим, кто быстрее, мы или самолет. Самолет. Да, танцует. В любом случае мы, наверное, дойдем до того места, где вся эта военная техника остановится. Ой, он развернулся. Кто развернулся? Я не вижу, у меня Самолет магазин развернулся. перед глазами.
А вот люди стоят, смотрят, наверное. Он там что-то исполняет. Исполняет. Улетел. Только вижу много дизельного дыма синего. Там, видимо, как раз едет этот танк. А может и не танк, я не знаю, друзья. Я не сильно разбираюсь в военной технике. Не моя специальность это. Ну да, я вижу отсюда самолет. Вряд ли вам его видно. Он, получается, как-то... Он что-то там петляет, да. Виражит. Ну... Вот только что он пролетел там тоже. Ну ладно. Трамвай наш старый. Чух-чух-чух. Ой, я так давно не видел, чтобы два трамвая одновременно ехали в сцепке. Но это, наверное, просто второй не работает. Ой. Как будто звук, как будто еще кто-то летит. Может быть. Но пока нет, это техника впереди идет. Обезьянка прошла. Но он-то думает, что у нас прямой эфир, а у нас не прямой эфир. А мы возьмем и вырежем его. Вот теперь... Вот давай я слышу, отойдем в что- сторону. Как говорили, что-то должно же произойти обязательно, но происходит. Прицепи, пожалуйста. Тебе Да капюшон? куда-нибудь. Очень хороший ракурс мы выбрали. С флагами летят вертолеты. Мы видели на генеральной репетиции позавчера это дело. До мурашек, ребята, если честно. Ну, ветер еще, правда, тут добавляет. А вот того дальнего на репетиции не было. Они так криво летят. Один криво летит. Очень шумно, но очень здорово. Прямо над нами, ребят, летает. Страшно. Вон еще летят. Сейчас переговоры будут. Вон еще летят. Теперь самолеты. Самолет. Самолет.
Бизонок. И вот еще. Здорово. Ну все, с авиатехникой у нас, видимо, все. Если вспоминать генеральную репетицию, вроде только вот это все должно было пролетать. Ну, друзья, могу сказать, это очень впечатляет, это очень здорово. Классно. Да, Только прям. страшновато, когда вертолет над тобой криво пролетает, еще Да, с да, таким звуком мощным. Алтай классная фотка получилась. Ну да, кстати, прямо за нами госцирк. Песня победительница. Она шла с Так, нашими локоть у меня побаливает. Я вчера чуть-чуть травмировался. к подвигу и вере в Подвиг совершал. Не буду говорить какой. Ну что, идем дальше, наверное? миллионного народа, сломавшего хребет фашизму. Сейчас ее поют на передовой, в окопах СВО. Потому что «Катюша» — это не просто клятва, это память, это наша Там у нас впереди сцена. Сегодня обещают какие-то концерты там. нашу историю, чтобы ветераны, которых нет с нами, улыбались там, в вечности, зная, что их дело живо, их песня звучит, их путь забыт. Знаете, люди, возьмитесь за руки, поднимите портреты героев. Ну, мы дойдем до горсовета. Посмотрим, что там происходит. Там стоит натовская техника, выставка. Может быть, ее покажем. Может быть, еще там что-то по Горсу как-то прогуляемся. И на этом все. Скорее всего. Ну, постараемся, грубо говоря, в час уложиться. Хотя мы, можно сказать, только начали. 22 минуты ролик у нас идет, 23. Ролик, подчеркиваю, не стрим. Мне нравится эта песня. Может, потому что меня зовут Екатерина, и я всю жизнь пою эту песню. Мне кажется, ну, когда очень-очень много слушать военные песни, нужно передозировку получить ими. Я понимаю, что это очень важная тема. Ну, Катюшу пели в окопах. Я знаю. Как только что голос из динамиков сказал, и по сей день поют. А что, вот почему туда все прут? Берем чуть-чуть правее. Да. Мы теперь не можем остановиться, потому что сзади нас Ну да, идет поток толпа. идет. Смотри. Если вот так вот видно. Ну, кто-то уже идет обратно, причем столько же примерно народу, сколько идет туда. Ну, они, наверное, посмотрели как бы сам ход техники и решили, что больше нечего смотреть. А, кстати, мы сейчас, наверное, не пройдем туда. Хотя, может, и пройдем, там рамки. Просто спросят, есть ли с собой петарды, коптер и спиртное. У нас ничего нету. Что? У нас ничего нет. Ева, Виня, дай руку. По консолу не ходи. Что дальше? Идем.
Ну, мы почти дошли. Там сейчас, конечно, народу будет. Мы можем, конечно, как-то свернуть, пройти через парк или нет. Но это многого не поменяет. Держишься. Спасибо. Что-то и комментировать особо больше нечего пока. Все такие улыбаются, музыка играет, солнце светит. Погода, конечно, обрадовала, да. Праздничное настроение. Это вообще На меня так посмотрели. Да, да, видно. Изжал. Там что-то происходит. Что-то едет. А, кстати, можем остановиться здесь. Там что-то едет. Давай остановимся. Останавливайся. Прикольно. И дымок только остался. Нет, там ничего нет, там девочка. Ну что, пойдем, наверное, дальше. Пойдем дальше? Интересно, а с колеса видно будет весь проспект или деревья будут закрывать? Будет видно. Я вроде максимально 6800. Так, тут А он рамки. прям заехал он туда. А оно все сюда прям Она заехало. сюда приехала, и мы можем тоже туда зайти. Ну, надо зайти тогда, Через да. рамку, да. Через рамку, ладно. Не будем, наверное, прерывать нашу запись. Давай попробуем пройти. Пусть все будет как есть.
кашлю нет. Ты все своих эти... Можно туда их пройти? Да нет, здесь пройдем. Сумки, пакеты открываем заранее. Ну, тут круто. Да, я вперед пройду. Давай. Вот они пропустили. Здравствуйте. Все открыли. Все нормально. Даже по рации сказали, что все нормально. Ну что, мы проникли, друзья. Кстати, время 10. А мужчину не пустили, видел? Да. Она говорит, у него коньячок. Коньячок. Причем коньячок, так Да. сказала. Ну что, друзья, тишина. Сейчас, скорее всего, как я помню, 11 часов у нас доходит почти, то есть 10:58. Пока давайте технику поснимаем, пока мы здесь. А что, я прям могу сюда зайти? Наверное. Вот это глаза себе. Запах такой стоит техники. Удивительная тишина. Звучит не русский язык. Так, ну все, здесь у нас заканчивается техника. Давайте выходить. Маневрировать приходится здесь очень оперативно. Бьют часы, но не на Спасской башне, а на башне гостиница «Россия». Она же гостиница «Азимут» нынче называется. Наверное, сейчас должен говорить товарищ Радио Хабиров. Наверное. 11:00. 11:00 время, друзья. В 11:12 начнется ход этот. Нос Галля. Находимся в другом культурном месте. Причем при тех условиях, в которых тут сейчас весь проспект находится, добраться до Галли быстро не получится. А с Галли еще столько же народу придет. Тут в шествии они будут идти по проспекту. Ну да. Тася кашляет. Вот смотри, кто-то на театре стоит. Это VIP-места, что ли? Хитренькие какие. Хороший обзор выбрали товарищи себе.
Тася. Я без огня. Я предлагаю тебе сходить поснимать Туда? трофейную технику или там что-то. Мы пока тут побудем. Ладно, я тогда пойду. Там сильная дамка. Оркестр играет справа. Ну давайте я вам технику покажу. Народу просто жуть, как много. Ага. Ну, в общем, вот, друзья, ничего толком не получилось показать. Пойду обратно. Пойду обратно. Здесь, кстати, выставка ретро-автомобилей. Волги стоят. Можно быть хотя бы чуть-чуть сюда заглянуть. Ну, тут тоже, конечно, народу. Давайте так хотя бы покажу. Здесь тоже стоит техника. Ну, как техника. Транспорт различный.
Ладно, у нас поверхности впал. А то бы она не получила. Звук включили. Ну что, я вернулся. Пройти там невозможно. Там такая толкучка возле этой техники. Зато там стоит еще транспорт всякий. Волги всякие. Интересно. Теперь я могу говорить. Мы можем в сторону полка пойти тогда? В обратном направлении? Да. Тут ничего нету. Нет. Ладно. Ну, наверное, да, пойдем обратно. Еще минут 17 погуляем. Как раз до часа ровно, чтобы у нас... Ну вот, встретим этот полк по пути, видимо. Ну да. Сейчас еще покажу вот эту вот вроде как главную сцену. Почему-то должны были вроде как говорить что-то. Нет интернета. Интернетов нету? Интернет отсутствует. Спасибо за отсутствуемый интернет. День без интернета, так называемый, да, у нас Да. в России. Ладно. Ну, сейчас должна быть минута молчания. Ну, здесь стоит сцена. Да, я так понял, что главная сцена, да, она не там, не напротив горсовета, а вот здесь как раз-таки всякие гаскаровцы и прочее будут выступать здесь. Холодно. Очень долгая песня. Очень, да. О, Вот сейчас будет. 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершена. Германия полностью разгромлена. Вечная
независимость нашей Родины. Солнышко куда-то пропало. Сейчас ливанет. Но мы-то к этому готовы. Все же, думаю, надо действительно в обратном направлении уже двигаться потихоньку. Следы на асфальте видны, как заезжали гусеничные. Вон разворачивались, да? А как они так быстро? Быстро надо уметь. Я так понимаю, это боевая техника, то есть она была... Ну да, восстановленная, скорее всего. Принимала участие в боевых действиях. Мы еще раз хотим сказать всем спасибо, кто смотрит этот ролик, пусть уже в записи так получилось. Возможно, кто-то себя даже увидит. Напишите в комментах или где-нибудь, что вы себя увидели, потому что народу много у нас сегодня попало в объектив. Ну и лайк прожмите там, кому не сложно. Как я должна тут пройти? Еще люди не пропускают, нет, просто как танк прут. Физкультуре полный. Совершенно. Как пройти? Нет, у нас культуры нету. Нету. Что вот немножко огорчает. А нет, можно спросить перейти. Можно спросить перейти.
Ничего не понял. Бизнесмен. Что он предложил, я не Он понял. браслеты предложил из резиночек. Вон прямые эфирщики идут. С кабелем. С кабелем, да, чтобы нормально все было. Стопудово. Вон за ними кабель тащится аж прям от самого телецентра. Ну, в общем, мне кажется, прикольно получился ролик у нас. Необычно. Мне почему-то наступают на пятки. Необычно, особенно для нашего канала, для нашего творчества. Патриотично. Стоять посреди дороги. Люди любят останавливаться рандомно, просто вообще без предупреждения. Просто как ручник. Просто встал и Да. стоишь, и пофиг, Ну, что может, идет у них толпа. маппинг не прогрузился, они не знают, куда дальше идти. Маппинг это, ну, типа как карта. То есть координаты не прогружены, они не знают, куда им дальше двигаться. NPC. Еще зря вот здесь поставили вот эти... А лимонады? Да, потому что начинают все вставать, тупить. Флажок 50 рублей. Коплю на что-то там. Да? Написано, да. У нас бы тоже могло быть написано, если бы у нас был прямой эфир, но у нас не прямой эфир. Ну, до сюда вряд ли что кто-то до сюда дойдет, хотя, по идее, должен же, да? Должен же бессмертный полк. Они сюда до дойти. Красовета должны дойти. Ну, раз их даже здесь еще нет, идти им еще долго. Я думаю, они уже в районе Юношеской. Если они вообще вышли еще. Если они вообще начали парад свой. Потому что вот люди с табличками ждут, я так понимаю, чтобы присоединиться в конце. Нет? Сейчас выборы. Это вода? Это вода, чтобы разгонять Да? бунтарей. Пока что на горизонте, вот то, что я вижу, здесь вообще никого в перспективе нет на проспекте. Есть твой любимый многоэтажный Да нет, я построенный дом. я не про... Я про бессмертный полк. Я поняла. Кому-то в нос дали. В смысле? Там Ну, наверное, какие-то инциденты в любом случае при таких больших скоплениях людей происходят. Ничего удивительного. Бессмертный полк, бессмертный полк, бессмертный полк. Шагают марши поколений, шагают в память о былом. Подвигов военных нет забвения.
началась песня Бессмертного полка, значит, он только-только выдвинулся, я так думаю. Ну, может быть, да. Но, как мы помним, он был как раз вот на Юношеской, откуда мы, в общем-то, и начинали нашу сегодняшнюю прогулку. Ну, то есть много тоже. Повылазили, да? Угу. А вот я, кажется, вижу флаги. Можно где-то постоять. Вот я думаю, здесь можно встать, потому что он уже вроде как близко. Здесь и обзор более-менее такой хороший. Давай здесь встанем, да, вот куда-нибудь сюда. Сейчас, если получится, я покажу. Да, я вижу, там едет и автомобиль. Покажем Бессмертный полк и будем постепенно нашу трансляцию завершать. Запись трансляции. Наверное, еще минут 5 они будут до сюда идти. Может, быстрее. Между деревьями вот так вот можно видеть. Пазик едет. Я вижу своих коллег с телеканала ЮТВ. Виталик Федотов. Здорово, Виталик. Кстати, оператор, который снимал, помогал в съемках моего последнего клипа. Виталик Федотов ходит вон.
Я не знаю, кто это, но ладно. Я вижу, что ЮТВ написано. Ну, в общем, да, это, друзья, тот, кто «Давай отправимся на море» помогал снимать клип мне. Все вот эти потрясающие слоу-мошные кадры сделаны благодаря ему. Вообще впечатляюще, конечно, выглядит такое количество людей с фотографиями. Ну и вот он, друзья, самый торжественный момент. Молодцы, держат ровную линию. Мурашки по коже, если честно, прям от масштаба. Да, смотри, сколько народу. Начинается лютый беспредел, по-моему. Наверное, так можно делать, но мы так делать не будем. Отодвинься чуть-чуть. В направлении горсовета тоже большое количество людей двинулось. В ту сторону сейчас будет идти тяжело, наверное.
Ну что, наверное, Давай пройдем тогда туда, в вперед. ту сторону попробуем. Да, В обратную. поснимаем еще минут 10. Ну давай, да, 10 можно, наверное. Пойдемте, друзья, пока есть. Что сейчас? Сейчас меня догонят. У меня почему-то сложилась коляска. Просто так она не складывается. Ну ладно, бывает. Я ждала, когда они будут петь Катюшу, но, видимо, они ее уже спели. Угу. Что, обратно что ли идти? Что ли? Потом... Шаурма наварится сегодня, конечно, хорошо. Ну, очень много народу. Я даже не знаю, сколько тысяч, десятков тут. По-моему, даже в весенний бал такого количества не было никогда. Ну да, масштабно. Ну, все-таки 80 лет победе. Потому что даже края конца нет. Вот. Если Не честно. видно конца там даже. Ну да. Наверное, конец мы увидим все-таки. Как раз мы же все-таки идем в направлении в том. Если на дне велосипедистов 20, сколько там тысяч, да? А я не помню точную цифру. Мы это узнаем, когда будем делать стрим. Там, надеюсь, никто не будет выключать интернет. И мы сделаем нормальный прямой эфир с Дня 1000 велосипедистов. Это будет 1 июня. Да. Очень бы хотелось, да, нормальный стрим.
Здесь так-то неплохо. Идем, вот смотрим. Вон туча какая черная подъехала. Ну, обещали, что дождь будет сегодня весь день. То, что сейчас нет дождя, это вообще чудо какое-то, по-моему. Утром было очень пасмурно. Прогноз был неутешительный. Дождь и холод. И на работе. Так, здесь у нас картинку портят автомобили. Может быть, наоборот, Ну-ка. украшают. Украшают. Ну да. Разнообразят картинку. А в нашей вот помада. Побольше народу стало. Угу. Мы все-таки вовремя сходили на горсовет, я считаю. Ну да. Потому что сейчас вот вся толпа многотысячная. Все, конечно, мы показать не смогли, к сожалению, Ну что да. там на горсовете Сейчас было. придут Ну, туда. как уж смогли, друзья. Тем, кто вообще дотерпел до конца этого ролика или домотал хотя бы до сюда. Спасибо большое. Вот что творится на пешеходной части, видно, наверное, да? Вообще. О, какая красота. С флагами, с С какими-то бантиками. цветами или бантиками. На гвоздики похожи, А, на да, это белые, да. гвоздики типа большие.
Шашлычная закрылась. Не выдержала. Кончился шашлык. А шаурма еще А шаурма, смотри, наяривает стойка там делает выручку. Башкирский государственный медицинский университет. БГМУ. Кто-то успевает в толпе увидеть своих знакомых. Вот я сколько смотрю, для меня пока что все лица как-то... Какие-то ориентиры, наверное, есть. Периодически кто-то выбегает, подбегает. Иди сюда. Ну вот, конец. В общем-то, все. Заканчивается бессмертный полк. Чтение сними. Вот тоже. Звучит башкирский язык, друзья. Колонку-то неплохо бубнит. Может, такую купить? У меня проблемы, ребят. Мне нужен комбик, а я не могу его найти. Такой, как мне нужен. Я хочу дорогущий Roland Cube Street EX, а он очень Вон тебе дорогой. надо, вон какую камеру примов-то. Да, для стримов. Вот Да. Стало холодать. Прям такой ветерок холодненький подул. Ну что, надеюсь, всем понравилось. Я все-таки думаю, может быть, мы до спортивной дойдем. С Пашей поздороваемся, если найдем его там. С моим одногруппником, другом. Ну да, ну стрим, наверное. Видите, у нас еще, ну, и у нас 1:20 сейчас идет наш ролик. Мы, в общем-то, откуда пришли, Ну, практически, да. оттуда дошли. Народу закончилось, Ура! наконец-то стало свободно идти, да. Это такой кайф, конечно же, после такой толкучки. Такие мероприятия, это, конечно, здорово. Прям, ну, я согласен, это прикольно, но народу просто такое количество. Это вообще вот... Я не интроверт, но мне вообще капец как это... Хочется, чтобы немножко посвободнее было передвигаться. Ну, вот так пока. Ну, в принципе, все поместились на проспекте, все хорошо. Атмосфера праздника присутствует. Да. Все идут, улыбаются. Звучит праздничная музыка. Да.
Поэтому, ну, наверное, дойдем до 50 лет все-таки. Прям вот где у нас еще один квартал, грубо говоря, пройдем. Просто чисто уже прогулка. Кто посмотрит, тот посмотрит. Спасибо. Кто нет, то значит это. У тебя не выключится стрим, если кончится память? Я пишу 1080, поэтому оставшихся 30 гигабайт должно хватить для этого мероприятия. Еще идем дальше. Свободный проспект. Тишина. Замечательно. Интересно, а по проспекту можно идти против шерсти? Не знаю. Наверное, сейчас уже никто не будет контролировать выход на проспект. Можем, конечно, спросить у стражей порядка. Мне кажется, лучше какой-нибудь спуск, вот типа просто спуститься. Да? Там вон с ребенком бегают. Собака даже бегает по проспекту. Ну, собаки-то не запретили. Ну ладно, пойдем пока здесь. Потому что мы будем против шерсти тогда идти. Тут-то шерсти-то как таковой уже нет, уже никто. У нас ребенок спит. Да? Не кашляет. Кто не видел ни разу город Уфа, вот вам, пожалуйста, весенний проспект Октября в городе Уфа. Интересно, у меня мог телефон поймать Wi-Fi, потому что пришло твое сообщение около нашего дома как раз. Нет, вряд ли здесь. Наверное, просто уже перестал глушиться все. Вот 4G я сейчас вижу полный. Или, похоже, здесь как-то край, что ли, этой зоны глушения. Да, потому что здесь с перебоем работает, а там вообще была глушь. Я так понимаю, глушили только интернет, потому что звонки, видимо, проходили. Ну, мне, кстати, ничего не приходит. А, нет, какие-то сообщения есть. А, мне пишут, где стрим. Нету стрима. Спасибо, скажите другим товарищам за это, а не мне. Ну, конечно, мы предполагаем, что так будет. Если честно, очень я расстроился в этом плане. Я думаю, можно пора начинать Пашу высматривать. Если он сказал, что он спортивный, значит, он где-то здесь. Да, тут все как Паши. Да Пашу-то я точно узнаю. Вот это Паша? Спереди идет? Нет, это... Нет. Вот сейчас можно было бы уже стрим вести нормально, да? Давай, подключай. Может, Паша меня сам узнает? Действительно, ведь... Все Паши стоят. Они же все, да. А может, он на той стороне стоит, кстати. Может. На той стороне тоже. Все может быть. Ему позвонить надо? Чтобы позвонить, нужно прервать видео. Но мы его прервем через 3 минуты как раз, скорее всего. Час 30 ровно будет, и я остановлю видео. Пока просто погуляем.
Красиво цветет все. Да, замечательно. Прям. Вот такое цветение на фоне яблонь цветущих. Скоро здесь еще зацветет липа. Мы идем по липовой аллее. Да. У нас дома будет вкусно пахнуть. Мы почти дошли до пересечения 50 лет СССР. Ну вот как раз час 29. Давайте потихонечку раз скажу спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо всем, кто прожал лайк, дождался конца этого видео, ну или просто его перемотал, или что вы там делали. Всех с праздником 9 мая поздравляем от всей души с этим замечательным 80-летием Победы. Ура! 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 Да. Ну что, всем до скорого, до встречи в наших следующих роликах. Я Матвей Дренкин, Екатерина Дренкина и Таи Дренкина. Вот. Пока! А мы с вами прощаемся. До следующих наших роликов. До встречи.